23 декабря в России начали действовать новые правила льготной ипотечной программы, которая выдается сейчас под 8% годовых. Первоначальный взнос был повышен сразу с 20 до 30%. Одновременно максимальный размер кредита во всех регионах по льготной ипотеке власти ограничили суммой в 6 миллионов рублей. Охладят ли принятые меры рынок недвижимости в России и что будет дальше с ценами на квартиры? На этот вопрос мы постараемся найти ответ сегодня в нашей программе. Кроме того, покупка недвижимости очень серьезный и ответственный шаг, к которому нужно подходить тщательно подготовившись. Как выбирать из множества вариантов то, что вам подойдет по всем параметрам. Как не стать жертвой мошенников и не допустить досадную ошибку, которая обойдется вам слишком дорого. Обо всем, что касается покупки и продажи недвижимости, мы расскажем сегодня. Чтобы получить кредит на жилье и оформить сделку с недвижимостью, раньше нужно было собрать целую кучу справок и потратить массу времени. Сейчас банки предлагают сервисы, которые позволяют значительно ускорить и упростить процесс. В некоторых случаях вообще весь путь от выбора кредита до получения свидетельства о регистрации собственности можно пройти, не вставая с дивана. Так ли это? На этот и другие вопросы мы и узнаем ответы в нашей передаче. У нас в гостях Соломонова Ольга Анатольевна, эксперт в сфере недвижимости, юрист. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Здравствуйте, Рита Михайловна. Здравствуйте, телезрители. Для начала давайте определим основные этапы подготовки к покупке недвижимости. С чего вы рекомендуете начать? Конечно же, во-первых, покупка, приобретение недвижимости – это очень важный момент. И основные этапы – это, выделю первый этап, нужно определиться, для чего нужна недвижимость. Для проживания, для инвестиций, для сохранения вложений. Второй этап – это нужно определить, какая нужна недвижимость. Геолокация. Какие параметры, да? Да. Геолокация, квадратура, с ремонтом квартира, не с ремонтом квартира, будь то квартира жилая или же апартаменты. А район? Да, вот я первая и указала, что геолокация тоже. Ну и как в народе у нас выбрать для себя, будет это вторичка, готовое жилье, или же новостройка. Это уже третий этап. Да. А скажите, нужно ли покупателю квартиры делать акцент на том, что вот о близости каких-то социально значимых объектов, например, детский сад, школа, или стоит обращать внимание на стоимость квартиры? Тут приобретение недвижимости вообще-то индивидуально. Да? То есть если вы покупаете недвижимость для проживания с семьей, соответственно, дети, соответственно, расположенность, шаговая доступность к садикам, к школам, каким-то культурным, спортивным заведениям, обращают на это внимание, в общем-то. Есть такая, знаете, как скажем, правило: люди покупают стены и район. То есть это правило номер один. Ну, еще покупателям хочется сразу сделать акцент на то, что если вы уже решили покупать недвижимость, да, то есть вы определились, какую недвижимость, в каком районе, то есть у вас есть картинка в голове, нужна обязательно юридическая проверка. Да, то есть безопасность сделки превыше всего. А на что необходимо обратить внимание при покупке недвижимости и с юридической точки зрения, и как правильно подойти, например, к покупке? Ведь к покупке квартиры нужно подходить с одной стороны, к покупке частного дома там нужно смотреть совсем на другие стороны, на другие факторы. И очень часто эти юридические вопросы как раз, они абсолютно разные. Что и при покупке квартиры, что при покупке частного дома. Смотрите, как любая сделка, да, конечно, приобретение недвижимости имеет очень, скажем, достаточно нюансов. Например, рекомендую начать с проверки собственника. Да? То есть, опять же, этапы.
Проверяем собственника, проверяем его на психическое, физическое состояние. Интересно. Да, потому что если человек недееспособен, сделку в дальнейшем могут признать и ничтожной. Следующее у нас, значит, можно проверить количество наследников. Да? То есть тут хочу уточнить, что сроки исковой давности у нас 3 года, да, и если это вторичное жилье, то лучше, конечно же, чтобы право владения было более 3 лет. Да? То есть этот момент нужно учитывать. Это сроки, да. Наличие несовершеннолетних детей. Так, значит, одна из первых проверок юридических, скажем так, нужно запросить правоустанавливающий документ. Да? Правоустанавливающим документом это у нас является, раньше были свидетельства о госрегистрации, да, то есть старого образца, а сейчас это называется выписка с единого государственного реестра недвижимости. Да? То есть по запросу, по этой выписке можно рассмотреть, значит, адрес, квадратура, этажность, введение ввода в эксплуатацию, сколько собственников, есть ли, и вот самый главный момент для перехода права, есть ли ограничения и обременения. То есть в выписке это тоже указывается? Это тоже все указывается, да, и бывает даже такое на практике, сам продавец может и не знать, что вдруг наложено какое-то обременение или ограничение на переход регистрационных прав. А как так может получиться? Ну, например, скажем, в какое-то время на собственника квартиры был наложен административный штраф. Ну, скажем, сумма не такая значительная, там, может быть, 500 и 1000 рублей, вот, к примеру. И через службу судебных приставов по исполнительному производству наложили штраф на регистрационные действия именно с этой квартиры. То есть пока он не оплатит этот штраф? Пока не снимется это ограничение, то есть сделка невозможна. Да. Ничего себе. Кстати, скажем, 5% из 100 получается, бывает так. В выписке ЕГРН также может выявиться техническая ошибка. Да? А что это за техническая ошибка? Может быть неправильно указан год постройки, адрес там, то есть там. А сверяются со всеми документами? С какими документами? Вот что там в договор купли-продажи первичные или что? Это документы основания. Это, скажем, как также есть правоустанавливающий документ, выписка из ЕГРН, то есть это устанавливает право. А есть документы основания. На них тоже нужно обращать внимание. Документы основания это, то есть, как приобреталась недвижимость. Договор купли-продажи, наследство, дарение, приватизация, и так далее. Да? То есть как это право на эту недвижимость установилось. А техническая ошибка, она может быть где? При оформлении вот этого номера единственного? Сейчас у нас хороший есть портал госуслуги, да? Выписка заказывается буквально, скажем, в один клик. И то есть в онлайн-режиме можно эту техническую ошибку посмотреть. Все проверить. Да, все проверить. Но, конечно же, простой покупатель, который, как скажем, нет обыватель, знаний, поэтому лучше обратиться к специалисту, да, то есть не полениться. Все-таки сделка с недвижимостью очень, скажем так, и психоэмоциональный имеет фактор, и это, скажем так, не булку хлеба купить. Да, конечно, это же квартира. Поэтому лучше обратиться. Вот самый мой такой совет, даже перед самой сделкой, перед подписанием, сходить или к хорошему специалисту, риэлтору, или юристу, или к нотариусу. То есть со специалистом именно, который имеет опыт проведения такого рода сделок. Да. Хорошо, с квартирами вроде как понятно. А вот с частным домом и земельным участком, вот там на что, какие могут быть ошибки? Вы знаете, да, Рита Михайловна, в общем-то, если сделка за наличный расчет, никаких таких особых нюансов нету. Да? То есть там этапы все повторяются. Если же, например, это ипотека, да? То есть у нас есть несколько программ ипотечного кредитования, через которые можно приобрести частный дом. Я, к примеру, могу как пример, чтобы было понятно, привести, скажем, 2 земельных участка. На 2 земельных участках расположен дом, и, как правило, бывает гараж, да? То есть и вроде и там дом.
Но земельный участок, имея свой кадастровый номер, на нем зарегистрирован только дом, да? То есть вот один объект. В этом случае ипотечная программа будет как вторичное жилье. То есть и условия по ипотечной программе, ну, скажем так, 15% первоначального взноса и так далее, так далее. А если же, скажем, этот дом зарегистрирован, а также, например, гараж зарегистрирован, здесь уже условия ипотеки совершенно другие. Тот же первоначальный взнос может быть 25%. Уже повышается, да? Да, да. То есть тут надо смотреть индивидуально, вот, какие могут быть отличия. А со стороны, ну, юридической стороны, в общем-то, все этапы одинаковые. То есть и документы, то есть же пакеты документов, в принципе, тоже одинаковые. Да, правоустанавливающие, документы основания, ну и уже для технической стороны сделки, там, паспорта и так далее, так далее. Тут еще хочу вот обратить внимание про несовершеннолетних. Да? Вот, если самое, ну, как первое, скажем, правило, что можно запомнить, если в сделке участвуют несовершеннолетние, то сделка строго нотариальная, то есть требует нотариального удостоверения. А почему? Ну, потому что дети с 14 лет ребенок может сам участвовать в сделке, да, на подписании, но только в присутствии нотариуса. Если же уже до 14 лет, здесь еще есть один большой важный нюанс – распоряжение с органов опеки. То есть только при наличии распоряжения органов опеки. Вот это, как правило, продавцы забывают, да, вот, подготовить документацию и выделить доли. Ольга Анатольевна, а стоит ли уделять внимание страховке? Или этот пункт требований банков можно проигнорировать? Ну, потому что при ипотеке, при оформлении ипотеки основным пунктом требований это страхование недвижимости. Да, страхование объекта, который покупается через ипотечное кредитование, оно является обязательным. Страхование жизни и здоровья, а также титульное страхование является добровольным. Но стоит учесть, что если нет страхования жизни и здоровья или титульного, банк вправе по своему усмотрению изменить условия кредитования. То есть может быть, даже поднять процентную ставку. То есть они могут, если человек решает, что я не хочу страховать себя, да, лично свое здоровье, то он соглашается с условиями повышения процентной ставки. А отказаться уже от страховки недвижимости ни в коем случае. Нет, это федеральный закон, предусмотрен во всех банках, действующих на территории Российской Федерации. То есть страхование имущества, залога – это обязательно. Но вот вы как, это же риски. Да, конечно. И вы как юрист вот в сфере недвижимости, вы можете подтвердить, вот, например, такую гипотезу, что вот, когда мы проводим мероприятия по финансовой грамотности, мы говорим, что одним из основных финансовых инструментов является страхование. И если у вас есть частный дом, либо квартира, и они не застрахованы, то те риски, которые связаны с потерей этого имущества, вы несете самостоятельно при отсутствии страховки. А если оформлена страховка, то тогда, получается, вы эти риски нивелируете. Вот каким образом вот такая вот страховка повседневная, в нашей повседневной жизни, а не при покупке недвижимости, она вот улучшает качество? Может, у вас есть какие-то примеры из вашей практики, когда страховка помогала людям именно вот сохранять собственные средства? Ну, конечно, примеров... Вот, я просто профилируюсь больше по оформлению, да, вот, страховые случаи, есть отдельные тоже специалисты, но простые примеры: вас затопил сосед. Да? То есть вот, вы можете даже вплоть до того, что вы останетесь без имущества. Ну, да. Поэтому я рекомендую всегда страховать имущество, чтобы человек, простыми словами, не остался без крыши над головой. Ну да, и да. когда... А если это еще ипотека, то останется с долгом и без жилья. Ну, согласитесь. Но ипотека же тоже, вот страхование ипотеки, оно же тоже разное. И нужно обязательно читать условия договора, что там прописано, потому что там может быть зарегистрировано
зарегистрировано само здание, да, но не зарегистрирована мебель, Конструкции, допустим, да. да. И вот эти вот моменты, вот их же тоже нужно Да, учесть. это очень, конечно, это очень подробно со специалистом, страховщиком, с брокером нужно рассматривать, да, то есть то есть вроде как звучит одинаково, да, страховка объекта, и там уже прям рассмотреть все риски. Мгм, мгм. Вот. Потом, знаете, еще есть такой момент, при страховании объекта, ипотечное, да, страхование, опять же, обязательно нужна оценка недвижимости. Да? То есть и нужно обращаться к специалистам, аккредитованным оценщикам. Аккредитованным где? Аккредитованными в банке. Ну, то есть если у вас, вот вы в определенном банке, Оформляете? да, вы можете на сайте у специалистов банка уточнить список аккредитованных оценщиков. И этот отчет о недвижимости, то есть они эту оценку предоставляют. Да. И то есть из этого отчета этот отчет может быть полезен и самому собственнику, и будущему покупателю, да? Потому что он же будет смотреть все нюансы, что у него там Да, на участке, да, сколько да. стоит и Конечно. так далее. То есть Да. и с этими документами он уже может прийти спокойно и сказать, вот мой гараж там стоит, допустим, 1,5 миллиона, да, ну, материалами. Я хочу застраховать его на эту сумму. Цены должны быть соразмерные. Когда я не оценщик, но когда готовится отчет, обычно, как правило, собирают же аналоги по рынку. Да. То есть не менее 5 аналогов берут рыночной стоимости. То есть, там, чтобы не было завышенное, там, как стены Кремля, чтобы не было заниженное оценочное. Мне нравится, когда люди собирают, например, вот, договоры или чеки, которые они тратят на ремонт, на строительство каких-то, ну, там, каких-то объектов у себя на участке или дома. Да? Ну, я сама так стараюсь сделать, потому что у меня тоже частный дом. И тогда ты точно знаешь, сколько денег ты вложил. То есть здесь уже есть четкое понимание, сколько ты вкладываешь денег в собственное жилище. И в случае какого-то вот, ну, форс-мажорных каких-то обстоятельств, несчастного случая, то сразу становится понятно, сколько ты потерял. То есть здесь именно вот сумма ущерба понятна становится. Цены на рынке недвижимости, они, конечно же, все-таки зависят от всех факторов, всех событий, в которых мы проживаем, то есть стоимость материала и так далее. Да. Ну и здесь давайте уже тогда мы подойдем к вопросу подготовки продавцов. Вот что, с чего нужно начать готовиться продавцу недвижимости? Вот покупателям вроде мы сказали, да, что вот им нужно проверить сначала, пройти вот несколько поэтапную подготовку, определиться с форматом недвижимости, с формой и так далее, да, и проверить юридически собственника. А к продавцу как готовиться? Давайте попробуем по шагам. Да? Шаг первый. Продавец, во-первых, должен решить, как он будет продавать свою недвижимость. То есть специалистом, с риэлтором или же самостоятельно. Да? И следует учитывать то, что любое неправильное, скажем так, оформление может, ошибка очень дорого может обойтись. Значит, оценка объекта. Ну, оценка имеется в виду не у специалистов, а просто проанализировать рынок недвижимости. Да? Ну, простыми словами, если вы поставите очень завышенную стоимость за продажу своего объекта, соответственно, зависнет. Он будет продавать его долго, да? Да. Он быстро его не надо, если все-таки решили продавать самостоятельно, нужно изучить немножко рынок рекламы, рекламные площадки. То есть все доступные методы. Сайты, рассылки, листовки, то есть, то есть сама реклама объекта. Да? Немало. Следующий шаг, это важный очень шаг, я считаю, это предпродажная подготовка квартиры. Да? То есть я вот всегда рекомендую своим продавцам, когда работаю с ними, подготовить. Да, сейчас, в последние года есть такое нововведение, там, homestaging, да, то есть такое иностранное слово, но простыми словами, опять же, это идет, нужно убрать все ненужные вещи, да, то есть человек, мы же, как видим, слышим запахи, да, реагируем. Убраться, если многоквартирный дом, в подъезде. В подъезде? В подъезде, интересно. Да.
Когда бывают показы, осмотры объектов, да, может быть квартира очень, скажем, такая достойная, но в подъезде Да, просто, бывает да, такое. и это может тоже оттолкнуть. Поэтому не полениться, не подготовить объектов такого плана, да, организовать вот эти осмотры и показы, да, то есть Ну, то для есть себя решить. сделать некий график, да, наверное? Даже не график, а быть готовым. Вот вы решили продать недвижимость, вы должны быть готовы к показам и осмотрам. То есть Да. он, если ему То позвонит, допустим, покупатель, в любое потенциально, что- время и он, суток. я не могу, я на работе, Да. и все, покупатель Да. уже не может. И... Да. А может быть, вот вы сказали, нет, не хочу, а в это время этот потенциальный покупатель поехал на другую квартиру и выбрал. купил И её. купил. Да. То есть это тоже нужно учитывать свое время. Поэтому сейчас, кстати, у нас в Якутске многие стали обращаться именно к риэлторам, да, чтобы заключают эксклюзивный договор, и уже спокойно специалист, он целенаправленно ставит рекламу, организовывает вот эти показы, осмотры. То есть избавляет человека от лишней Конечно. суеты, от лишних звонков, от да. всего, потому что действительно люди ведь могут позвонить не вот уже с целью купить, а с целью именно поинтересоваться, да. Бывает, что риэлторские конторы обзванивают продавцов, выискивая себе объекты, то есть уточняя какие-то детали. Действительно, да, всегда обращаться. Обращение к специалистам вообще влечет за собой вот освобождение именно свободного времени, экономию времени и средств в том числе. Ну и это не последний шаг такой, один шаг еще подготовка своей документации. Да? То есть вот как я ранее рассказывала, закажите выписку ИГРЭН, да, с госреестра недвижимости, посмотрите, как у вас там, подготовьте документы, как вы приобретали квартиру, да, то есть если, например, при сделках за наличные собственные средства эти документы основания не нужны, а если ипотечная сделка, они обязательно потребуются. Но если они утеряны, там расстраиваться не нужно, то есть это все восстанавливается запросами в Росреестр. Вот. И, часто забывают еще при подготовке документов выделение долей. Выделение долей, что это? Выделение долей детям, когда приобретают через, скажем, материнский капитал. С помощью материнского капитала. С помощью материнского капитала. Выделение долей. И хочу еще сделать такой, как подсказочку, скажем так, да, когда люди не знают, да, то, что, как многие, как оказалось последние 2 года, я столкнулась с тем, что получили материнский капитал. Как закон не обязует прям сразу выделить доли, да, то есть их можно выделить и позже, но человек забыл, и тут решили продать, недвижимость, улучшить свои жилищные условия. На доли детей есть налог на продажу. Вот. Да? Да. Об этом оказалось, многие не знают. Вот этот момент нужно учитывать, и поэтому подготовка именно документов, чтобы было все в порядке, очень важный шаг. Да, кстати, для про налоги. Ведь когда мы приобретаем недвижимость с помощью материнского капитала, мы об этом говорили, кстати, в одном из наших первых выпусков, посвященных именно налогам. И детям, когда, например, 14-летний ребенок уже получает статус гражданина, паспорт, да, паспорт гражданина Российской Федерации, он может завести себе портал госуслуги, зарегистрироваться там. И часто дети получают эти налоговые уведомления. То есть об имеющейся задолженности по оплате налога за жилье, квартиру, частный дом и так далее. Да. И многие дети пугаются. То есть как так? Откуда у меня может быть задолженность? Оказывается, это оттуда, да, все. То есть когда родители, точнее, оформляют недвижимость с помощью, покупают, точнее, недвижимость с помощью материнского капитала, сразу же автоматически все дети становятся собственниками. Нет. Тут пропустили момент
доли нужно зарегистрировать. То есть, если они просто использовали при покупке, но как не было распоряжения материнским капиталом, да, именно на доли там, или на погашение ипотечного кредита, то есть ничего Не будет. Ничего не будет, да. И именно когда уже соглашение о соглашение о выделении долей зарегистрирован в Росреестре. То есть конкретно у каждого члена есть своя определенная доля. То есть каждый член семьи получает свидетельство о праве собственности. Да, Так? да. Так получается. Конечно. И в этом случае тогда на ребенка... Сейчас нету понятия свидетельства о праве собственности. То есть Сейчас это одна выписка ЕГРН, и выписка там ЕГРН. собственники Да, все да, прописываются. да. То есть, Ну, с одной стороны, просто, да, с другой стороны, когда вот тебе дают бумажку и говорят, что ты теперь должен платить налог с этой недвижимости, Ну, здесь как-то проще. Можно заказать эту выписку. Выписки, они, кстати, тоже бывают разных видов. Ну, об этом, в принципе. А вот еще такой вопрос. Можно ли аннулировать сделку, если вдруг оказалось, что приобретенный объект не оправдал ожиданий? Ну, вот человек пришел, посмотрел, понравилось, купил. Я поняла ваш вопрос. Но вообще в нашем гражданском кодексе, да, признать сделку с куплей-продажей, в общем-то, не так-то просто на практике. Да? Серьезно? Да. Ну, я кратко скажу, да, смотрите, какие варианты есть. Если, например, вы подписали договор купли-продажи, ну, обоюдно решили, пришли к такому соглашению, что эта сделка вам не нужна, да, вы подписываете отдельное соглашение и отправляете его в регистрирующий орган. Все. Ну, то есть договор купли-продажи не состоялся. То же самое, если даже уже регистрация перехода прав прошла. Если то есть можно так да, обоюдно, да. То есть если вот мы обоюдно с вами пришли, то есть мы можем сделку через соглашение, зарегистрированную сделку, аннулировать. Вот. Второй путь это только через суд. Да? То есть сделку могут признать там оспоримой или ничтожной, но только через судебное решение. Но там нужно уже предоставлять суду какие-то обоснования, да, для Да, конечно, расторжения да, договора. да. А может ли человек, например, расторгнуть договор, если вдруг ему не понравились соседи многоквартирного Нет, дома? очень сложно будет. Ну, возможно, какую-то экспертизу нужно будет составить и так далее, и так далее. Да. Ну, то есть такие факторы... Это уже надо индивидуально все рассматривать. Да. Хорошо. А если вдруг человек просто не понравился район? Вот тоже нет, да? Ну вот поэтому, да, получается, при покупке недвижимости это же не какое-то моментное решение, да, хочу конфетку, пошел купил. Нет, поэтому такие моменты на практике очень сложно. Вот, скажем, это не основание для расторжения договора. Да, то есть тут уже поэтому еще раз повторяю, дееспособность, психическая, физическое состояние продавцов, покупателей, ну, всех участников. Это все проверяется. А еще при каком случае, вот, может ли, например, быть аннулирована сделка, если выясняется, что продавец был недееспособным человеком, ну, то есть он не имел права вообще продавать? Да, конечно. Да. Аннулируется, да? Можно, да, Можно конечно, аннулировать. Недееспособность, если... Потом в зоне риска также сделки по дарению, да, то есть не купля-продажа, а по дарению, сделки с очень заниженной ценой, то есть это в зоне риска. Занижена, а с завышенной ценой? Ну, вот если наоборот брать. Нет? Ну, слишком завышенная, ну, у меня таких сделок не было. сделок не было, что была слишком завышена цена, да, ну, как-то. А замаскировано под дарение, что вы имеете в виду вот под этим? Что там могут сделать? Вот как они могут замаскировать под дарение? Бывают случаи, чтобы... Но это незаконные действия. Незаконные действия, конечно. Однозначно незаконные действия. Там, может избежать налогов. Там, ну, то есть тут причин очень может быть много. Хочу посоветовать, дать рекомендацию телезрителям, что не надо маскировать сделки свои, пусть сделки будут прозрачно чистыми. Ну, тем более, да, налоговые вообще службы, они же упрощают вот эти вот именно
уплаты вот всех налогов с покупки, с продажи недвижимости. да. Они упрощают эти формы. Тем более, если человек более 3 лет владел недвижимостью, он уже не платит налог за продажу. Да, на территории республики. Да, и такие сделки, они будут чистыми, да, то есть они чистыми юридически и Конечно, правомерными конечно, с да. юридической Да. стороны. То есть здесь вообще бояться... Неправомерные действия с любой из сторон сделки могут очень дорого обойтись. Вот мы про доли проговорили, вот тогда расскажите, пожалуйста, как правильно распределять доли? Вот и на что именно нужно делать акцент при покупке недвижимости, вот, например, многодетной семье? Ну или семье, там, состоящей из 3-4 человек. Ну, относительно доли, выделения долей несовершеннолетним, в законе нет прям конкретного, там, скажем, не прописано, что нужно выделить всем поровну доли. Да? Мы на практике обычно рекомендуем пропорционально стоимости, ну то есть сколько вот материнский капитал от общей стоимости недвижимости пропорционально вот этим Ну, долям. это примерно, например, 18% от стоимости квартиры, да, или жилья. Да, ну Вот. это... Разделить, если на... Да, сколько там на 3 математические человека. подсчеты, там, это математическое идет, да, то есть нужно, когда выделяются доли, да, составляется проект соглашения, да, выделения долей. Да, еще, кстати, хочу сразу как напомнить о том, что если вы покупали недвижимость через ипотечное кредитование, а также использовали материнский капитал, будь то как первоначальный взнос или же погашение, распоряжение, заявление о распоряжении пошло погашение ипотечного кредита, при выделении долей обязательно нужно согласие банка. Потому что пока не выплачен кредит, недвижимость находится в обременении у банка. То есть это один из таких тоже документов, скажем, из списка. Не это, да? Нет, да. Соглашение с банка, сам проект выделения долей, математически правильно подсчитанный, и, опять же, его регистрация в Росреестре. Вот. И потом, получается, полностью весь пакет документов будет меняться. Ну, получается, у каждого будет просто зарегистрирована своя доля, при продаже вдруг которой обязательно нужно разрешение с опеки. Давайте сразу уточним тогда, это платная процедура или это процедура бесплатная? Нет, да. Ну, единственный платный момент, скажем так, это составить правильно проект соглашения. Да. Согласие банк, естественно, бесплатно дает, и госпошлина в Росреестре. Это чтобы внести изменения в саму выписку. Да. То есть и государственная пошлина. А при продаже как это сделать, распределить доли? Ну ладно, при покупке мы понимаем, да, что ты вносишь материнский Нет, но доли же капитал и уже так далее. выделены. Да, вот при продаже как учесть вот эти доли? То есть человек покупает, допустим, приходит и покупает квартиру. В квартире прописаны там 3 детей, там родители и так далее. Ну вот, что вот он покупает только у родителя, а квартиру они покупали на материнский капитал, допустим, там, и все собственниками являются. Вот как как это будет все оформлено? Сложности такие. Для меня, например, это очень сложно. Давайте простыми словами. Ну, как на примерах. На примерах же всегда проще, да? Скажем, семья купила 3-комнатную квартиру, выделили доли. Была 2-комнатная, решили купить там 3-комнатную. Скажем, семья, мама, папа и 2 ребенка. Доли уже выделены, документы подготовлены, покупатель нашелся. Хорошо. Значит, опять же, первый момент, документы подготовлены, уже разрешение с органов опеки есть, так как несовершеннолетние дети. С нотариусом договорились. И тут вот покупатель, то есть распределение суммы, да, здесь уже нет никаких требований, да, то есть, потому что когда... Кому отдавать деньги, да? На чей счет, скажем так, да, будут перечислены средства. Здесь есть такой же момент, когда, скажем, родители получают в органах опеки вот это разрешение, да, они пишут обязательства. Да? То есть обязательство, что полученные деньги с долей детей
будут направлены на улучшение жилищных условий Детей. Да. И то есть и потом да. уже Обязательно, да. опека, уже органы опеки Да, будут спрашивать да. с Тут здесь строго очень родителей. прослеживается, чтобы интересы детей не были нарушены, конечно Ну же. да. Права и интересы. Ну, то есть здесь покупатель, точнее, он уже не несет никакой ответственности, он оплачивает, допустим, нет. маме, папе, там, неважно, да, Неважно, и вообще не заморачивается, могут что попали дети. бывает, что открывают спецсчета, да, ну то есть не бывает, то есть открываются спецсчета на детей, то есть эти деньги могут храниться до их совершеннолетия, эти деньги, ну то есть на улучшение, тут, скажем так. А в банках нет такой вот, например, таких затруднений, вот когда при оформлении ипотечной именно ипотеки, при покупке недвижимости вот в семьи, где вот эти доли распределяются, нет такого? Нет. Нет, ничего. нет, Просто определяется один. Да, и смотрите, все сделки, где участвуют несовершеннолетние, они строго нотариальные. То есть Да, все через да, нотариуса. они обязательно подлежат нотариальному удостоверению. Так, ну и давайте мы сейчас расскажем, наверное, нашим телезрителям, какие льготные программы будут действовать и какие нововведения нас ждут, потому что уже, вот, как мы знаем, с 23 декабря произошли определенные изменения, да, в ипотечном кредитовании. И что нас ждет вообще в целом в конце этого года, в начале следующего года, ну и в течение 2024 года. Что нас ждет в сфере недвижимости? Может, что-то хорошее? До конца 2023 года уже никаких больших изменений не будет. Касаемо льготных ипотек, да, которые действуют у нас на всей территории Российской Федерации, льготные ипотеки, конечно, уже принято правительством, будут ряд изменений. Например, программа господдержка заканчивается в июле 2024 года, поэтому всем рекомендую воспользоваться, кто планировал. Но это льготная ипотека и семейная ипотека. Это вот эти программы с господдержкой. Да. Нет, льготные ипотеки, там ипотека под льготная ипотека подразумеваются все ипотеки, которые вот... С господдержкой. Льготная ипотека, программа ДВИ, программа IT и так далее. Да? То есть там, в общем-то, есть. Самые такие, скажем, ну, как что почувствуют... Это увеличение первоначального взноса. Да? То есть если мы начинали с 10-15% первоначальный взнос, то здесь уже 30%. 30%. 30% первоначальный взнос, да. Также изменились условия «одна ипотека в одни руки». То есть, если, ну, простыми, опять же, словами, на примере, семья, скажем, молодая, где один из членов семьи до 35 лет, он или же медик, или же педагог, да, он мог воспользоваться ипотекой дальневосточной, да, ДВИ ипотека. Также мог приобрести по программе господдержка. То есть взять две ипотеки, если финансовая нагрузка позволяет, да. То есть человек мог воспользоваться несколькими продуктами. Сейчас, с 2024 года, одна ипотека в одни руки. То есть он уже, даже имея возможность оплачивать несколько ипотечных кредитов, он уже может оформить только один льготный какой-то кредит. Еще хочется тоже телезрителям как напомнить, поручительство является как, ну, что вы тоже взяли ипотеку. Поэтому если вы где-то поручителем были в программе, то вы уже воспользоваться ипотекой не можете. В смысле, если человек, ну, например, Вот, стал скажем, поручителем, да, у своего, ну, сына, там, не знаю, племянника, да, да. который оформил дальневосточную ипотеку, все, он уже... Да, он программой, там, господдержка или какой-то другой льготной программы, он воспользоваться не может. Ну, как-то не очень хорошо. Ну, вот опять же, конечно, да, потому что поручительство все-таки процент одобрения повышает в банках. Так, и, конечно же, каждый раз, когда к нам приходят в гости эксперты, я прошу дать несколько практических советов нашим телезрителям, ну, вот из вашей области, из сферы деятельности. Ну, самый главный совет – это, конечно же, обращаться к грамотным специалистам, не бояться обращаться к ним. При использовании наличных расчетов использовать банковские ячейки, аккредитивы. Ну и немаловажно ваш, скажем, психологический настрой. То есть если вы решили
купить или продать недвижимость, обязательно настройтесь на позитивный результат. Это немаловажно. Спасибо, Ольга Анатольевна, за то, что вы пришли к нам в нашу передачу и рассказали столько полезного и интересного из сферы недвижимости. Ждем вас в наших новых выпусках. Неотъемлемой частью финансово грамотного поведения является оформление страховых продуктов. При покупке недвижимости страхование становится обязательным финансовым инструментом, который защищает нас от определенных рисков. А рисков может быть бесконечное множество. Давайте разберемся. Страховки делятся на имущественные и личные. Имущественные связаны с недвижимостью, личные – это страховая защита от болезней и несчастных случаев. То, что в обиходе называют страхованием квартиры, это полис, который защищает конструктивные элементы жилья, внутреннюю отделку, домашнее имущество и гражданскую ответственность собственника. Набор рисков может быть разным. Например, полис может покрывать убытки при чрезвычайной ситуации, но не включая страховку мебели, оборудования и других вещей. Чаще имущественное страхование защищает только от частичного или полного разрушения. Например, если дом пострадает от пожара, страховщики возместят ущерб в пределах страховой суммы. Такую страховку обычно оформляют при получении ипотеки. Этого требует закон. Без страховки банк может не выдать вам кредит. Страхование ремонта покроет расходы, если повреждена внутренняя отделка. Например, соседи затопили квартиру, то страховая выплатит с возмещением. Чтобы получить выплату, нужно пригласить оценщика. В заключении он прописывает, какой ущерб нанесен имуществу и на какую сумму. Процедура похожа на выплаты по каско для автовладельцев. Страхование гражданской ответственности покрывает ущерб, который причинил сам собственник квартиры. Если владелец полиса затопил соседей, а у них нет страховки, то не придется ругаться и судиться с ними. Соседям заплатит страховая. Это работает как ОСАГО. Страхование ипотеки – это банковская услуга, когда можно разом оформить страховки жизни и здоровья заемщика, и имущества. Еще это называют комплексным страхованием. Оно защищает банк и заемщика от потери ипотечной недвижимости и помогает выплатить долг, если собственник скончался или серьезно заболел. Например, заемщик получил инвалидность, поэтому он не может работать и выплачивать кредит, и за него долг перед банком закрывает страховая компания. Давайте поговорим о титульном страховании. Титульное страхование защищает только от риска потерять право собственности на недвижимость. Обычно к титульному страхованию прибегают при оформлении ипотеки. Можно добровольно застраховать титул, даже если есть ипотечное страхование. Будет два договора. Один на сумму заемных средств банка, а второй на собственные средства в свою пользу. Одновременно страховать в пользу себя и в пользу банка на полную сумму нельзя, потому что это уже будет считаться двойным страхованием. Иногда продавец скрывает, что на квартиру могут претендовать другие собственники, например, несовершеннолетние дети, родственник в местах не столь отдаленных или наследники, права которых ущемили. Обязательно ли титульное страхование? Закон не обязывает страховать титул, но если квартиру покупают в ипотеку, банк может предложить либо оформить титульное страхование, либо взять ипотеку по ставке на 1-2% пункта выше. А если квартиру покупают у продавца-банкрота, банк без страхования титула просто откажет в ипотеке. Страховую компанию вы можете выбрать самостоятельно, обращая внимание на ее рейтинг, отзывы клиентов и обычно стоимость полиса или договора. Проверить страховую компанию вы можете на сайте Банка России. Адрес сайта и QR-код вы видите сейчас на экране. В одной известной песне поется: «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны». Это, пожалуй, слишком кардинальное решение вероятных проблем с имуществом. Но если вы думали сами и решали сами, то дом вам все-таки нужен, а вместе с ним собака, авто, новый ремонт и множество других вещей. И минимизировать возможные потери поможет именно страховка. С вами была Рита Якушева в передаче «Про деньги». До новых встреч в эфире.